Вас приветствует информационная программа «Новости», в студии Саид Ахмадов. Здравствуйте. Безопасность – дело рук профессионалов. Отделение имеет самую современную технику. Техника дорогая, люди освоили, учебный процесс налажен, работают. Кадыров ознакомился с боевым арсеналом саперов, кинологов и взрывотехников. Двойной праздник. Квартира исключительно дикая, хозяю, 124 семьи из Натеричного района получили ключи от квартир в преддверии Нового года. А знатоки чеченской культуры. В Грозном 8-й раз подвели итоги республиканского телевизионного проекта «Синмехалш». Ансамблю «Нохчу» исполнилось 25 лет. На сольном концерте артисты показали лучшие постановки. Рамзан Кадыров проверил готовность саперов, кинологов и взрывотехников. Глава Чечни ознакомился с новым боевым арсеналом правоохранителей. Некоторые образцы оборудования разработаны специально для наших военных. Отмечу, для несения боевой службы чеченские силовики обеспечены буквально всем. Продолжит наш корреспондент. Управляемый видеоэндоскоп, профессиональный тепловизор, детектор нелинейных переходов – это все аппаратура, стоящая на вооружении отделения инженерной, радиационной и радиоэлектронной защиты. Оборудование, которое здесь представлено, это на сегодняшний день действительно самое лучшее, самое передовое профессиональное оборудование. Кроме этого оборудования есть самое главное. У нас есть уникальные специалисты, которые мы обучали в течение полугода работать именно на этом оборудовании. Кроме этого, у нас заключены договора со всеми профильными специальными учреждениями во всех регионах России, где они есть, для того, чтобы наших специалистов постоянно ездили на обучение, чтобы они постоянно, скажем так, взращивали свое мастерство еще больше. Готовность сотрудников данного подразделения проверяет лично Рамзан Кадыров. Отделение имеет самую современную технику. Техника дорогая, люди освоили, учебный процесс налажен, работают, тренируемся на реальных подрывах. У нас отделение сейчас сформировано на 100%. Отделение состоит из 18 сотрудников. Проводили конкурс со всей республики, набирали лучших специалистов. Ну и добавляли тем, кто у нас уже есть проверенные, тех, кто у нас работает уже очень давно и действительно преданы своему делу. Сейчас у нас, значит, получается 5 групп. В каждой группе по 3 человека. 2 аппаратчика и 1 кинолог. Эти группы у нас очень маневренные и могут закрывать сразу несколько объектов. Если объект большой, то сразу несколько групп направляются, работают параллельно и одновременно. По поводу собак, шеф. Техника есть вся у нас порядка 30 единиц техники разной. Сейчас мы предоставим, расскажем про нее. Но самая лучшая, самая главная техника — это, конечно, собаки. Ничего нельзя переплюнуть собаку. И сейчас также, спасибо большое, сейчас есть все условия для содержания собак. Помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов лично проводит экскурсию для Рамзана Кадырова. Он рассказывает ему о каждой единице нового оборудования. Последняя техника привезли из Москвы. Герадар, рентгено-телевизионная техника, то есть можно. То есть полости, мы ее присоединяем и можем понимать через стену, есть ли там полость какая-то или нет. Вот там скрытые проходы, заходы. Мы все можем досмотреть и проверять через... Блокираторы в чемоданах. И самое главное, шеф, что вот я считаю, это гордость. Это свидетельство и, то есть, диплом об их квалификации, то, что они уже закончили. Но я говорю, в будущем году у меня очень много еще сертификатов, которые они будут получать. И также, шеф, разработали под них всю документацию, то есть график обучения, штатно-должностная, то есть полностью все. Индивидуальный взрывозащитный комплект «Гранат» пока единственный экземпляр в стране. Он еще не используется в военном деле, но предоставлен для проверки и тестирования именно взрывотехниками с Чечни. Весит 45 килограммов. На испытаниях в Петербурге экспериментальный образец выдержал взрыв, эквивалентный 4,5 килограммам тротила. Это последняя разработка. Сейчас ее пока еще ни у кого нет в России. Это самое первое сделано. Это, значит, костюм взрывотехник. Сейчас реально самое лучшее, что есть в Европе. Весит он 45 килограмм. Видел, как проводились тестирования. Очень удобно тем, что действительно очень маневренный. Вот, допустим, машина заминирована или подозрение. Быстро одевается, очень быстро. Подошел, все посмотрел. А руководитель, вы можете... Управляет им
у него спереди стоит камера, то есть вы, командир сидит и полностью может... Начиная смотр техники. У него радиосвязь, и он пошел смотреть. А мы стоим и наблюдаем вот его глазами, что он видит. Здесь же командир отделения Имран Даутукаев поблагодарил первого заместителя председателя правительства Якуба Закриева и помощника главы Чечни Камзата Кадырова за внимание и постоянную поддержку. Рамзан Кадыров отметил, что на плечах кинологов, саперов и взрывотехников лежит огромная ответственность. Он подчеркнул, что малейшая ошибка может лишить жизни людей. Именно поэтому надо совершенствоваться с каждым днем и проводить интенсивные тренировки. De simchel die shashler die dan shash amod die совершенство die dan hum man da shash dan yaadel dan shash amad is gelsi sho ugich o ushna do koin dan dat je we gaan maar dan shait dan wo moet teshbek worden teshbek tabay dan sheikh tisha mos polna dan ata dan ahyak dan amish совершенство we dan ush op technika maar shuna dan da sho eigenlijk безопасно ходить so условия видео أشخيش أو совершенство ديستان سمعوا ديست مليشي دانم دال على جواب المدرسة دان اللي بيت تعملنا بلان دان تزريب تعمل خلش شيء ندربك معنا شو مغلطي دان إيش أحسن وجه دان ده أما ده يتولد دان. Подготовку и повышение квалификации личный состав проходит в лучших российских высших учебных заведениях МВД России. Кадыров отметил, что эта группа имеет большое значение в обеспечении безопасности всех массовых мероприятий. Аза Исаева, Арсен Базакаев, Булат Баканаев, Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Позором назвал очередные карикатуры журнала «Шарли Эбдо» Рамзан Кадыров. Глава Чечни прокомментировал их в Инстаграм. Речь идет о публикациях, которые французское издание посвятило двум событиям – крушению Ту-154 и убийству российского посла в Анкаре. Редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы. Убийство Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 миллионами россиян и нашими друзьями во всем мире восприняты как личное горе. А Шарли Эбдо насмехается над нашей национальной трагедией. Пусть и сегодня те, кто раньше кричал, что мы все Шарли Эбдо, опять наденут эти футболки, а те, кто стройными колоннами маршировали по улицам Парижа, опять соберутся на Елисейских полях. В правительстве подвели итоги года. Под председательством Абубакара Эдельгириева было рассмотрено 19 проектов постановлений в области здравоохранения, образования, культуры и ЖКХ. Также были приняты проекты постановления о переводе земель сельхозназначения в Наурском, Натеречном и Веденском районах под строительство полигонов. В завершение встречи Абубакар Эдельгириев поздравил коллег с наступающим праздником и поблагодарил за проделанную работу. В парламенте республики также подвели итоги работы депутатов 4-го созыва и обсудили планы на 2017. Здесь путем голосования произвели и некоторые назначения. По словам председателя парламента, впереди много работы, расслабляться нельзя и особое внимание необходимо уделить повышению качества законотворческой деятельности. Тему продолжит Седа Сапарова. Свое итоговое в уходящем году заседание депутаты начали с кадровых назначений и перестановок. Так, единогласным решением народных избранников уполномоченным по правам человека избран Нурдин Ухажиев уже на 3-й срок. Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чеченской Республики. أدمي بقوانش لاريان بق تدم بوه بتشوا تبغوش ونأخذ جوا ونمخا أرديانا نأخذ خلق بقوة وكونستитуции إلارياش تندول دياش гарант конституции ديان وبتشوا ديان بتشوا بعبل تغلش ديانا حكنديداتور نستيريا تر ديانا أحا وولج участки адуку قاعيجا. Кадровые изменения произошли и в счетной палате. Так, новым заместителем ее председателя стал Абдулхамид Байбетиров. На этом посту он сменил Элимжана Таймасханова, который ушел на пенсию. Абдулхамид Сунавоз, Абдулхамид Уездивош, Ламаз Маргидош, Оляй Буахбиша, Оляй Цинах, так хлеретер диона, Цинтак Будион, Далтя Бертки Вела.
Изменения произошли и в депутатском составе. Так, в связи с переходом на новую должность депутатское кресло покинул Хусейн Айдамиров. После решения кадровых вопросов народные избранники перешли к рассмотрению законопроектов. Депутаты утвердили бюджет территориального фонда медицинского страхования Чечни на ближайшие 3 года. Говорили сегодня и о будущем предпринимателей. Депутаты приняли изменения в патентную систему налогообложения. Таким образом, увеличены размеры потенциального дохода населения, а значит и налоговые выплаты станут больше. Был сегодня принят еще ряд изменений в уже существующие законы. Позже спикер парламента подвел итоги осенней сессии. Так, депутатам 4-го созыва удалось принять 17 законов, касающихся самых актуальных сфер жизни региона. Кроме того, все это время народным избранникам удавалось совмещать законотворческую деятельность с общественной. Так, депутатами было проведено около 700 встреч с населением. 374 раза депутаты принимали граждан. Было принято 753 обращения. Всего эта работа охватила около 70 тысяч жителей Чечни. Депутаты участвовали и в самых значимых для региона событиях. Магомед Даудов поблагодарил депутатов за хорошую работу, отметив, что 2017 должен стать не менее плодотворным. 4 созыва дайвалил дуканяц. Все равно выдуку кахя гнац бог бина. Вайгар халкан Пойд бер басти ал идвак вайлош. Мосу депутат диона наган юқив алла нац амел дина. Вай беч балах диона вай пачан Рамзан Ахматовичин мёхч авар хил охир дасти бош. Издвак вайланс диона шудек дион бох бениха хор диан админс бабяш хилч хор диан дион админс гош қият уятуш хилч ши комитетшка закончти бабяш хилч буквально диона داس حجداج يشوش ديونا بوخ بيش بو هنالجا إيوه بير بو إيقاع يقدر على ديونا خلقه وين دويرينا ويشتغل شو عوش قيتادو سبتش ديونا اشتانا خوش اللي تحرين يساسيداني يعيش ديونا سو شي قراد ديونا شو مصو ديونا تدوش كل شرس شو دويزلش ديونا دي قول ديونا بنج بلغن بركل دي رزا آل ببيزك قي أولسن بو خايتال Сегодня чеченские депутаты официально ушли на зимние каникулы. Свою законотворческую деятельность они продолжат уже во время следующей сессии, которая начнется 9 января. Седа Сабарова, Расулор Сухаев. Новости. Очередной ложной тревогой оказались сообщения в мессенджере WhatsApp, согласно которым газ, поставляющийся в нашу республику, содержит опасные для жизни людей примеси. Этот вывод был сделан исходя из того, что бытовой газ в некоторых населенных пунктах имеет резкий запах. Но причина тому вовсе не зловредные примеси, а увеличение давления при подаче тепла. Тем не менее, сотрудники «Газпром» Межрегионгаз Грозный провели лабораторный анализ газа, чтобы окончательно убедиться в том, что жители республики могут потреблять теплоэнергию без всяких опасений. Акционерное общество «Газпром», который занимается как раз транспортировкой этого газа, в срочном порядке выехала лаборатория на ГРС Ищорская, сняли пробы, и согласно этим пробам, вот протокол анализа у меня сероводородных компонентов есть, он находится в пределах нормы. При норме 14, при норме 16 у него 6,3 содержания. То есть в настоящий момент этой проблемы уже нет. Стоит отметить, что за эти 2 дня специально провели опрос, провели медицинские учреждения Наурского и Натеречного района. Не поступало жалоб от людей и обращений с отравлением от природного газа. Новый год в новом доме. Сегодня в Натеречном районе новоселье отметили 124 семьи, которые переехали из аварийного жилья. Квартиры сельчане получили в 3 многоэтажках. Бывшие дома они были вынуждены покинуть из-за оползней. Слово Магомеду Салтымрадову. Строительство 3 новых многоэтажек на окраине Горогорска позволило решить жилищный вопрос сразу 124 семей, которые давно ждали очереди для переселения из аварийного жилья. Много лет Зура Бетимирова вместе с 6 детьми скиталась по родственникам. Намучилась настолько, что с трудом верит своему счастью. Получила ключи от 2-комнатной квартиры в одной из новостроек. Вообще, в принципе, и кухня, и все, в принципе, хорошо. И люди работали здесь. Всем спасибо, кто здесь работал, кто это для нас сделал. Вайпачана Дели с Рамзанин. Арбал Байтарна, Хокюрта Харбул Кдайтарна.
Еще при Советском Союзе неподалеку от Горогорска шла активная добыча нефти, судя по всему, с нарушением технологий. Это и стало причиной оползней, в результате которых многие дома в поселке пришли в негодность. Людей понемногу начали переселять, но ввиду огромной очереди вопрос затянулся. Часть пострадавших получила жилищные сертификаты, другие – ключи от новых квартир. Дома построены в рамках реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда. Эта программа рассчитана на 13-17 года. В Чеченской Республике реализуется достаточно успешно. И мы даже 17-й год закончили строительство домов. То есть мы досрочно выполнили программу благодаря руководству нашей республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Новоселы признаются, что лучшего подарка на Новый год вряд ли можно было ожидать. Ведь о собственной крыше над головой некоторые жильцы аварийных домов мечтали десятилетиями. Квартира исключительно дикаю, хозяю, самое главное, что его ездит. Жила как под открытым небом. Я хочу сказать большое спасибо Рамзану Ахматовичу за предоставленное нам жилье. Уже аж слов не хватает. Вот одни эмоции. Большое ему спасибо. Хотел бы всем пожелать такое жилье, как у меня вот сейчас предоставленное. Потому что я мучилась долгое время. В строительстве домов активное участие принимали некоторые сегодняшние новоселы, поэтому строили на совесть, хотя и за короткий срок. Справились меньше, чем за 1 год. Положение, что аварийный домашка аж толш, что лидерьер, но так лежит, на тхуна чудах, хус мужчина, дед резкил алу, дарсон Рамзан Ахматович, на угорчо, док баркал алу, дарсон. Благодаря той программе, которую проводит сегодня глава республики, на территории района оказывается всякая, любая помощь, в которой мы нуждаемся. Все делается для народа, для жителей района. Хочу отметить и поблагодарить главу республики. Валлахи дона хаста доча асоре оняса лазам буса харне лазам эльчметяс уарт волшуи. В рамках программы по переселению людей из аварийного жилья до конца 2017 года порядка 50 тысяч квадратных метров тоже обретут своих хозяев, говорят чиновники. Полностью решить проблему быстро не удастся, но существенно сократят очередь. Эта программа у нас существует с 2013 года и до конца 2017 года уже полностью будет осуществлена и закончена. Благодаря поддержке главы республики мы опережаем все графики и думаем, жилье будет сдано с опережением. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, поэтому хозяева квартир планируют поскорее переехать, чтобы встретить 2017 в кругу домашнего очага, о котором так долго мечтали. Магомед Салтмурада, Адам Чикуев, Шамиль Апиев и Тимур Хайдаров. Новости. В преддверии праздника бесценный подарок получили еще 4 семьи. 2 взрослых и 2 маленьких детей. Тяжелые заболевания, на лечение которых у семьи не хватало средств. На помощь пришел региональный фонд имени Кадырова. Продолжит Лариса Джабраилова. Болезнь Вилли Бранда. Этим редким генетическим заболеванием страдают 2 из 3 детей Пятимат Хазбековой. Сегодня в офис регионального общественного фонда она пришла, чтобы получить помощь для младшего, 3-летнего Хабибулы. О том, что у нее самой тот же диагноз, Пятимат узнала лишь 2 года назад. Подозрение было на тромбофилию, но этот диагноз был отрицательный. Поставили болезнь Вилли Бранда и сказали, что это настолько редкое заболевание, что мы подтвердить диагноз не можем. Вам необходимо выехать в Санкт-Петербург. Я выехала, обследовалась, диагноз подтвердили. Я, приехав домой, стала на учет в республиканской больнице у главного гематолога и наблюдаюсь у нее по сей день. Получаю дорогие препараты через Минздрав по федеральному бюджету бесплатно. Сын Ларисы Ларсаевой в прошлом году перенес операцию на сердце. Мальчик болеет с 3 лет. Если бы не помощь фонда, своими силами семья была бы не в состоянии обеспечить ему необходимое обследование и реабилитацию. Он синел полностью, почернел, руки, ноги онемели у него. И мы поехали в Астрахань обследовать впервые. И там нам сказали диагноз, порок сердца у него было. Но сейчас надо опять поехать после праздников. Надо обследовать, посмотреть ему, что как. В этот же день помощь получили еще 2 человека. Турпал Таймазов страдает рассеянным склерозом и борется с последствиями перенесенного инсульта. Тяжелым заболеванием страдает и Мариам Гантаева. В обоих случаях требуется постоянное и дорогостоящее лечение. Что обращаемся, смотрите, на фонде, что же наймаемся, выделите. Да, маршал дойха гантон, да, маршал дойха делись. Да, маршал дойха.
دين ريس خل أيماني نحن شجاع هذا عند تسونسني استقودنا وصلادو دال دي كان بيخون بولشن سنزندير سنوي بوتشا رمزان كدر ديريس خل أدلر أيماني نسينا ديريس خل دا ساعد شو أخشى من دا أوبو ساعد شو دا جمال أشتري بزنديرو خندير. В офисе регионального общественного фонда ежедневно оказывают помощь тем, кому она необходима. А в случае надобности сотрудники фонда выезжают даже в самые отдаленные районы республики. Лариса Джабраилова, Шамиль Саламов и Тимур Хайдаров. Новости. В Грозном подвели итоги 8-го республиканского фестиваля «Синмехалш». В финале встретились команды из Аргуна, Очкое-Мартановского района и Департамента культуры мэрии Грозного. Посмотреть на заключительный этап проекта приехал и Рамзан Кадыров. Кто стал лучшим, знает Магомед Ламаркаев. Последние минуты перед выходом на сцену участники 8-го финала республиканского телевизионного конкурса фестиваля «Синмехалш» проводят в репетициях. Подготовка к самому важному выступлению уходящего года у конкурсантов заняла не менее 2 месяцев. Буквально все доведено до автоматизма. Многие из них не раз участвовали в подобных проектах, и боязнь сцены вроде бы преодолена. Но все же... Некоторые волнуются, но да, там выгодит алхетон. Мы подготовились очень даже хорошо, трудились. Так, думаю, да, мы выиграем. Ребята волнуются, да. Настроены патриотически, массоца, внутренний мир у каждого. Готов к боевое настроение в Масере. Старт выступлением команд, а их здесь 3, дал министр культуры Хошбауди Даев. Конкурс, который проводится при взаимодействии ЧГТРК Грозный и Минкульта, берет свое начало с 2009 года. Его автором является глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Проект пользуется большой популярностью у определенной категории зрителей. В своей речи Даев отметил важность этого конкурса. كيت وشتي وريا قاستن كيجينا خنغلا قلق دوزي تريا حب كيرت بريك دوي تا خوشر برش داديلي بريك داو شو ترجع ايجويش خلري تري دينا وستاليت وكر ولريش بريك ولزا ونقشي باخر خوش وريسبوليك باخر خوش دراسم اصلا يولش وزريت لا يغيمت وتن فقير وبالنا خلا سوكر حاله وتري حال صرف باش مخوش مستري صرخ ديخر درق بچو دا اندی تادویزیز سینمخش گویچ خینه کیرنخ تقمقنن سورن دیوزل تعبول خینه گویچ خلیز شیچوه ولو شی دیوزل خوی شیرگون حاول بن ثانی از حلقه وعاخوشین کیرنخ تقمقنن شی دیوزل غلق دیوچ حوش رسکیسکی حوش کیرنخ تصح مان دایر داخل برکت سودی داره داخل آلسم دیر ورتن بولش بالپیدا داخل ما ووش که دستکتام لسون ويا كورد زريتل ودا ما أبريك لريش أرجويت لريش أيوبشك ومثلا أيمان حجو أخور شرسن تغنا سو ويقعد وش بولي كمان نشنا إس كمان يقعد وش تبيشنا أخشن سوش دا إتنام دا ولا دا بكن سبيقا ولا دا تندقوا مبوخ أخ بيركتي خليل نقشي شح دخلشتك دالا وديرجية سنكنت رمزان تيش ميدلش سنو يخلص سمو قادوش بيركتي خليل شكور. Всего в финале 5 конкурсов. Профессиональному жюри предстояло выбрать лучший коллектив года в исполнении национальных песен и различных театральных постановок. Все исполняется только на чеченском языке. Каждая команда оригинальна по-своему. Разнообразие обычаев и адатов народа позволяет придумывать программы абсолютно на разные темы. Но всех их объединяет одно желание – после каждого выступления услышать уже ставшую знаменитой фразу Одну из самых трогательных сценок показали представители Очкое-Мартановского района. Конкурсанты во всей красе продемонстрировали одну из самых необычных традиций чеченского народа, когда брат может отдать своего ребенка своему брату и снохе, не имеющим детей. Обычно дети узнают правду, только став подростками, а до тех пор считают своими отцом и матерью приемных родителей. Постановка никого не оставила равнодушным.
Hüseyin Uluğul da smel büyüdü. Ne yazıcın sansık dedikler. Sadık tuğdalar. Tuğuya biyatma. Hon اتخذت غيرش. حيديك أسدل دوش لروش. أسقط دي أنسى. دخن مقن برغت داقة تاسك. مقيد قصواخ. هون خلخير دويلاخا. دلا. سون أدخلم سمعتي هون. اتدا ودير. ديتو مير بالين كنت بتسألنا حتى مستزاق. سون خيترق. اسمي الله ينبتو أردرق. فتخن. هنشو تاع. حبق بولش. ونخشنك أنت خير السو. ولا يشوش دولش خيروقها هنشو تاع. نان ما بيها نسيو جونيت نيت أسين تخنل سبنا هيت سوني تسهل بغدك شقدا الرو سبرغة تاقة ديك بولخبر ماشتيلا. После концертной программы жюри вынесло свой вердикт. Третье место получили представители столицы республики. Награду им вручил директор ЧГТРК «Грозный» Адлан Бачаев. В своей речи он отметил, что телеканал при поддержке регионального руководства в течение долгого времени ведет множество разных проектов. По их причине большое количество людей получили помощь от фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ну а обладателями второго места стали артисты из Аргуна. Ценные призы они получили из рук заместителя председателя правительства Мусы Ахмадова. Ну а победителей поздравил лично Рамзан Кадыров. Ими стали конкурсанты из Ачхой-Мартановского района. Помимо команд были награждены люди, внесшие весомый вклад в развитие культуры и искусства Чечни. تيش بيحكي يا مرتبه لو هوجنا دوات شدنا وشي نادونا خلديش دو جيجل لوت صح داتان سين ميغلس كادون ديتر سو سورت خوتوش دونا يسورت سي دونا وي دون دايش لي نغلقي وين دايش وين دين دوستول دونا ماش لي ميرز نيا دونا وين بوجي شو احيو شخلر دون از دوكم دون سو مثلا بركل ديرز على دات يا بركه يول دونا استن دونا جودي نا دونا ديرز على لازم لا تبقى مثلا. Распоряжением главы Чеченской Республики за значительный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Чеченской Республики, получившей общественное признание, присуждается премии имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова в области культуры и искусства в размере 1 миллион рублей каждому участнику. Уцееву Абу Хаукаевичу, начальнику отдела методической и клубной работы Центра народного творчества, за создание базы данных объектов нематериального культурного наследия чеченского народа. Асталову Ваихе Адизовичу, директору Национального музея Чеченской Республики, за разработку и создание выставочного проекта «Флора и фауна Чеченской Республики». Денилихановой Тамаре Султановне, директору Чеченской государственной филармонии имени Адлана Шахбулатова, за реализацию проекта «Музыкальная шкатулка». Синмехалаш – один из самых успешных проектов ЧГТРК «Грозный». Лишнее доказательство его популярности и забитый до отказа зал Русского драматического театра имени Лермонтова. Многие отмечают, что этот конкурс необходимо проводить, чтобы подрастающее поколение знало свою историю и традиции. Я вообще человек новый в Чеченской республике. Не так давно поехала в республику со своей девочкой. Девочка у меня чеченка. Для меня это все новое и интересное. Я хотела, чтобы девочка у нас воспитывалась в национальном духе, знала свои обычаи, религию. И мне очень интересно было сегодня поприсутствовать на этом мероприятии. Выступление ديك دلا خز دلا إيرش دلا إخلش دلهمش خوشي تير نسمخ دو خوشي وأولناش سملاتت وديك تغلقن ديك كلن برنامج يتقصون البروجكت.
О том, что конкуренция здесь высокая, говорит и то, что прошлогодний победитель, коллективец Курчалоевского района, не смог в этот раз дойти до финала. Всего в Синмехалаш с начала этого года участвовали 17 команд. Каждого участника всех коллективов от фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова поощрили денежными вознаграждениями в размере 15 тысяч рублей. Занявшие третье место получили 400 тысяч, второе место 750, а победители 1 миллион рублей. Магомед Лаваркаев, Халид Бавсаев и Зелим Закаев. Новости. В Грозном прошел юбилейный концерт ансамбля песни и танца «Нохчо». Коллективу исполнилось 25 лет. Этот год для команды оказался плодотворным. Репертуар ансамбля пополнился новыми хореографическими постановками и музыкальными композициями. На сольном концерте побывала и глава Чечни. Подробнее расскажет Ясмина Гацаева. 25 лет они показывают на сцене красоту чеченской культуры. За это время изменилось многое, как в жизни региона, так и в ансамбле «Нохчо». Но неизменным осталось одно – верность национальным обычаям и традициям. На юбилейный концерт известного в стране коллектива собрались задолго до начала. Главный гость, основной вдохновитель и постоянный наставник ансамбля Рамзан Кадыров. Berketiyor, خلال دوی هادیوش روش کردوی و جادوخ بشابشی دانه ها یکر نخ هاش بیش دانه خیلی بگذارن و گی حالسونه شد مثلا برکل دیریز خلاله شی دوزل دانه و یکول من مخکن دعبله اش دانه مصدقی آنیه پچ حلقی دعبوش سن قیچ امنشن و دانه خیلی ایلی ایشر گوش دانه ترک احیگی دانه از دانه و ما دانه و اینه uursom doe dan, omdat wij de dag door wij dan doen als die weten wordt dus nog gedaan dan, Ahmed Hajar niet ouderlijk zijn, dat is ook wel doen, dat zo dan wij naar ensemble, dat nog je, dat kido ensemble staan, dat kijken, dat zeggen dat wel artiest, sportsmens, adul wij dan, wij maken Jonia dan, daar dan, nog door deze eltje. Toen kiet naar Ezik dat nog. Ja, wij hoe uursto, gelgers, wij hoe uursto, voetballist, wij hoe uursto, sportsmens. Geen zie dat hebben ze kiet school sportsmen na dan, artiest na wat is dan. Je adam doet zijn dan, zo heb je ook nog een macht zich had dus. Artiest televisie in dan, gelgers televisie boosje. Dat je zeker dan, zijn dan de dunia ja jakshel gaan ze mag hadden ze gaan ter dan, amir zo zijn. Na samen delen dan, gelgers schillen dan, ahige. Soms hij het dan, zei, waarom repeteren we? Eerst had hij dat is hij schijnt er nog geen maat zeggen dan. Melch oh boven me gaat het eerst had hij je reswing dan, je dan moet het ook eigenlijk nog iets dan. Dat zijn dan gelgers gela, illanch gela, sportsmen gela dat dan wij sportsmen wij cultuur bel we sha we dunia nchwa masana dan we tillen yoshul tsedan rasi pa chakamel osmi dunia chamel osmi dan we extremist we terrorist we dan mosso do bochen ha koshum dan shay kultura yish shay dan sport yaqi mashghala lash horshum dan shay dan daher lagalos adam do al yohni we mosso meta dan we tillen yoshul tshay dayaqit nak dan we dan cultuur bel we sportsmen moeten der we say dan laren bala سيدا لا دون دا مول عوين دلوش كيبر وي دا غير دا لا يوت دون شو وين مسو دا لا سون دون انسام اي بريشو كاتشر دون يو خيتا دون وي انسام لا جفار دون اوشس لي وي غلا دون انسام نت اي بريشو كوتشو تنات اي بريشو كاتشر اذا دا لا سون دون ياك ادي لوتش تنسورو دون Ja, dan daar weer alweer, daar toch wel alweer. Doorlo die schei duur zo weer om een habeltje aan. Jood en de is heel daar let op wel. En dan kell zo belke tegen door met sana dan. Тяжкий, но благородный труд артистов государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» не остался незамеченным. Десятки работников получили почетные грамоты, знаки отличия, медали за заслуги перед Чеченской Республикой, а также именные часы от главы Чечни, а трое артистов стали обладателями квартир в Грозном. Более того, Общественный фонд имени первого президента выделил каждому танцору премию в размере 50 тысяч рублей. Вручаются именные часы от главы Чеченской Республики министру культуры Чеченской Республики Даеву Фуарбади Буаровичу.
Награждается почетной грамотой главы Чеченской Республики Нортаева Жапар Дагирович, артист балета, ведущий мастер сцены, государственный фольклорный ансамбль песни и танцы «Нохчо». Также от главы Чеченской Республики вручаются именные часы. С юбилейным концертным туром в этом году ансамбль побывал в Москве и Ростове. Любители чеченской культуры смогли увидеть множество ярких постановок, выражающих истинный характер вайнахов. Поздравили с юбилеем коллектив и коллеги из Северокавказской республик. Они пожелали артистам достижений намеченных целей и оставаться верными любимому делу. Ансамбль «Нохчи» дякую цадякат, гуч дувахар, муштит хостуаден хоз аждышо, дал беркети долчу вахар. Дал дякую олве ансамбль «Нохчи», дал борца бобры. В сольном концерте ансамбль «Нохчо» представил на суд зрителей 18 номеров. Из них 4 новые постановки. Грациозность и изящество девичьих танцев плавно сменялись экспрессивной и зажигательной лезгинкой юношей. Хореографические постановки чередовались вокальными номерами, что придавало насыщенной программе динамичность и легкость восприятия. Каждый выход артистов на сцену сопровождался бурными овациями. Ясмина Гацаева, Муслим Типаев, Зелимхан Закаев. При поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Продолжаем выпуск. В образовательных учреждениях республики продолжаются новогодние утренники. В Центре образования имени первого президента учащиеся также окунулись в настоящую праздничную атмосферу. Радовались как дети, так и их родители. О том, какие конкурсы прошли в учреждении и как в целом отметили приближающийся праздник, расскажет Залина Атаева. Красавица елка, блестящая мишура и главные герои Нового года – дети, которые верят в чудеса и ждут подарка от Деда Мороза. Но есть в этом торжестве и сказочные вредители – Шапокляк и Баба Яга. Две подружки всячески пытались сегодня сорвать праздник волшебства. Однако праздник состоялся и с большим размахом. И игры развеселили не только детей, но и взрослых. Ребята решительно пытались найти конфету в чашке с мукой. Но главное правило – не сильно запачкаться. То, без чего не обходится ни одно мероприятие в Чеченской Республике – лезгинка. Ребята мастерски кружили в национальном танце. Своих одноклассников поздравила с Новым годом и внучка первого президента Чечни Табарик Кадырова. Она вручила им подарки, пожелала всех благ и, самое главное, отличных отметок в Новом году. Ребята и классный руководитель, в свою очередь, тоже поздравили Табарик. С Новым годом! Главное в этом празднике – это поздравления и самые добрые пожелания. В завершении все присутствующие исполнили новогоднюю песню. Залина Атаева, Магомед Мударов, Ислам Расуев. Новости. В Грозном прошло первенство республики по волейболу среди юношей. В соревновании приняли участие 8 команд из различных районов, в состав которых вошли около 100 молодых спортсменов. Организатором турнира выступила Федерация волейбола Чеченской Республики. Подготавливаемся апрельским соревнованиям первенства СКФО. Сегодня поэтому был сделан акцент на эти годы рождения, 2001-2002 год. И будем отбирать лучших и создавать сборную команду Чеченской Республики. До сих пор у нас не было этого, но сейчас идем к этому, чтобы играли хорошие ребята. По итогам первенства победителями стала команда из Нижнеюртовского района. Всем участникам вручили грамоты, ну а призеров соревнований вместе с медалями и кубками наградили также профессиональными мячами. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До свидания.